реализация приоритетных задач правительство Якутии приняло план стратегии развития региона. День отказа от курения сегодня отмечают во всем мире. В Якутске проходит акция «Здоровая молодежь. Сильная республика». Социально значимое учреждение для детской школы искусств в Ленске построит современное здание. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Правительство Якутии утвердило план реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года. Документ учитывает новые вводные на федеральном уровне. Это утверждение о стратегии пространственного развития страны до 2025 года, единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года. Среди наиболее высокоуровневых задач – повышение качества жизни населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет, снижение уровня бедности в 2 раза. Кроме того, документ носит инновационный характер. Он состоит из 500 основных мероприятий. Все изменения в него будут вноситься в цифровом виде как дополнение. Принять дополнительные меры против загрязнения почвы и воздуха рекомендовал районный совет депутатов Нерюнгринской ГРЭС. Срок до 1 сентября. Речь идет о продуктах переработки и сгорания Чульманской ТЭЦ на территории поселка Чульман. До октября рекомендовано прекратить промышленное использование и рекультивацию шлакозолотоотвала Чульманской ТЭЦ, который расположен в непосредственной близости от жилых домов и дач. Покрытый сажей поселок, засыпанная слоем выбросов тайга и утопленная в грязи река Чульман свидетельствуют о том, что мероприятия промышленных предприятий по охране окружающей среды недостаточны, сказал глава Чульмана Сталик Дерягин. Отопительный сезон завершился в Мирном. В администрации города отметили, что в случае установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд, подача тепла потребителям будет возобновлена. В первую очередь это коснется социальных объектов – школы, больницы, детские дошкольные учреждения и жилищный фонд. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура на первой неделе июня в Мирном не опустится ниже плюс 10 градусов. А в Нерюнгри подачу тепла прекратят 3 июня. Предприятиям и организациям жилищного и коммунального хозяйства предписано приступить к подготовке источников и систем теплоснабжения и жилищного фонда к следующему отопительному периоду. Отмечается, что завершение отопительного сезона связано с устойчивым потеплением и повышением среднесуточной температуры наружного воздуха на территории Нерюнгринского района. Тем временем в Якутске началась подготовка к следующему отопительному сезону. Накануне в окружной администрации провели первое заседание на эту тему. Отмечается, что город должен получить паспорт готовности в Ростехнадзоре до 1 ноября. Коммунальные предприятия в летний период проведут промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт и реконструкцию котельных всех социальных объектов города. В муниципалитете отметили, что по итогам подготовительных работ будут составлены акты приемки и паспорта готовности многоквартирных жилых домов и социальных объектов. Нерюнгринский район в этом году получил средства на развитие здравоохранения. В рамках этой программы в столице Южной Якутии начался ремонт детской поликлиники. Наша коллега Александра Цыбикова решила узнать, как продвигаются работы. В ходе рабочего визита главы республики Айсена Николаева в Нерюнгринский район в январе месяце остро был поднят вопрос здравоохранения. Он дал поручение на месяц сбор документации для того, чтобы начались наконец-таки капитальные ремонты в помещениях ЛПУ. Как мы можем наблюдать, один сектор здания отсечен, ремонтные работы здесь уже начались. Будем надеяться, что в скором будущем здесь будет модернизированное новое оснащение и оборудование. Примерно объем финансирования данной программы по Нерюнгринскому району на период до 2022 года составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. На текущий год Министерством здравоохранения республики в рамках программы развития намечено переоснащение детской поликлиники, в том числе оснащение современным медицинским оборудованием, на которое заложено порядка 30 миллионов рублей. Что изменится в поликлинике? У нас будут открыты новые направления работы, очень востребованные, такие как гастроэнтерология. У нас будет видеофиброгастроскоп отделение. Значит, будет работать детский кардиолог и иммунолог-аллерголог. Таких специалистов у нас еще не было. Работа будет проводиться большая. В чем она будет заключаться? Это обучение специалистов, лицензирование,
приобретение аппаратуры. Министерство здравоохранения уже закупает оториноларингологический аппарат, лапароскоп, оснащение для кабинета офтальмологии и ЛФК с модернизированными тренажерами для детей с недугами по центральной нервной системе и опорно-двигательному аппарату. До конца года будет завершен ремонт первого блока, а в 2021 году всего капитального ремонта в здании детской поликлиники. Александра Цибикова, Захар Головин, Нерюнгри. Новая детская школа искусств на 360 учащихся появится в Ленске. Трехэтажное здание в зелено-бежевых тонах построят в районе городского парка на улице Таежная. Фасад выполнят из керамогранита. По спецзаказу будет изготовлена световая вывеска «Школа искусств». Площадь застройки составит 1300 квадратных метров. Общая площадь надземной части здания более 3000 квадратных метров. А также предусмотрен цокольный этаж. В марте месяце Росстройпроект направил проект «Архитектурно-градостроительный облик детской школы искусств». Его направили в администрацию города Ленска. Мы получили официальное согласование. На проекте можно увидеть фасады. Также был согласован сам эскизный проект, объемно-планировочное решение. То есть уже видна расстановка кабинетов, то есть какие кабинеты, где, на каком этаже расположены. Сегодня выпускники российских школ напишут ЕГЭ по истории и химии. Минимальный балл по ним в этом году составляют 32 и 36 соответственно. Эти предметы сдаются по выбору. Заявление на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тысяч человек. Работа состоит из 2 частей, включая 25 заданий. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Основной период ЕГЭ этого года проходит с 27 мая по 1 июля. Сегодня во всем мире отмечают День без табака. Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. В Якутске на площади Ленина в эти минуты проходит акция «Здоровая молодежь. Сильная республика». На месте событий работает наш корреспондент Денис Тишин. Денис, приветствую, тебе слово. Кристина, здравствуйте. Интерес к акции «За здоровый образ жизни» у якутян традиционно высокий. Вот и сегодня, несмотря на будний день, на площадь Ленина приходит все больше и больше людей. Организаторы мероприятия подготовили очень интересную программу. Здесь и многочисленные мастер-классы, и скрининговые обследования в мобильных центрах здоровья, и консультации таких специалистов, как пульмонолог, педиатр, кардиолог. Кроме этого, каждый желающий может получить консультацию у психолога по отказу от табакокурения. И на этой неделе во всех медицинских учреждениях республики также проходят дни открытых дверей, тренинги, мастер-классы, посвященные проблеме табакокурения. Денис, какая цель сегодняшней акции? Почему такое внимание приковано к проблеме курения? По данным республиканского Минздрава, в Якутии сейчас курят 60% взрослого населения. Но по данным медиков, из года в год эта цифра неуклонно снижается. Конечно, цель сегодняшнего мероприятия в первую очередь это ознакомить якутян с пагубными последствиями курения, от рака легких до хронических респираторных заболеваний. Мы поговорили с врачом-методистом Республиканского центра медицинской профилактики Надеждой Кириллиной. И вот что она рассказала. И в первую очередь курение приводит к раку легких. Это на первом месте. А дальше идет у нас заболевания сердца, сосуды. Да, это в первую очередь инфаркты, инсульты, потому что курение приводит к сужению сосудов. А самые главные и тонкие сосуды у нас находятся в сердце и в головном мозгу. Вот это самые главные риски развития заболеваний. Напомню, акция «Здоровая молодежь. Сильная республика» продлится сегодня до 16 часов. Поэтому все желающие бросить курить, добро пожаловать на площадь Ленина. Кристина? Денис, спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Денис Тишин. А многие ли алданцы отказываются от такой нездоровой привычки, узнавала Татьяна Вахнина. В
последний день весны жители всего мира отказываются от папирос, сигарет и сигар. Курить, как известно, здоровью вредить. Губительное воздействие никотина на организм ни для кого не секрет. Тем не менее, в мире насчитывается около 1,5 миллиарда курильщиков. Пробовала, конечно, дело было, не буду скрывать, но как-то вот, слава богу, нет. А заядлым курильщикам, ну что, брать себя в руки. Курильщик скован узами физической и психологической зависимости. Курить или нет, каждый выбирает сам. Однако медики напоминают, сигарета – убийца не только курильщика, но и палач будущих поколений. Тот же, кто сумел оставить вредную привычку, достоин звания героя, убеждены бывшие дымоглоты. Бросил курить 4 месяца тому назад. И абсолютно спокойно к этому делу отношусь. Не тянет, не хочется. В день отказа от табака наркологи проводят лекции о вреде курения. Различные акции объявляются волонтерами. В учреждениях образования и в Центре семейного устройства проходят агитационные мероприятия за здоровый образ жизни. Сигареты вместо конфеты, там вот такие вот штуки. Я сама курила 25 лет, и с рождением ребенка я бросила вот просто за один миг. Просветительскую работу врачи и педагоги ведут в течение года, делая акцент на школьников и студентов. Между тем, курящей молодежи немало. Результаты медосмотров и медкомиссий весьма красноречивы. Ситуация как бы в процентном отношении не сильно, но в пределах 2-3%, к сожалению, пока снижение годности идет. И, честно говоря, не знаю, вот в городе ходишь, курит молодежь. Алданский район в Якутии лидирует по количеству онкозаболеваний. Остается неблагополучной ситуация по сердечно-сосудистым болезням. В числе основных факторов врачи называют вредные привычки. Более активный должен быть образ относительно спорта, занятия гимнастикой, плаванием, отказ от курения, табака. Как свободу выбора употребления сигарет представляют табачные компании. Эта позиция, однако, весьма искажена. Права курящего человека заканчиваются там, где начинается право окружающих на чистый воздух. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.